коллеги, хочу с вами сегодня поделиться своим лайфхаком по поводу того, как оценивать тестовые задания. Ну, вот, тестовые задания, обычно мы используем тесты, в которых один единственный правильный ответ. Для ученика это огромная подсказка. Вот он смотрит, какой из вариантов больше подходит. И один выбирает. Ну, понятно, угадал, не угадал, да, но если он уже один вариант выбрал, второй вариант он там искать точно не будет. Он знает, что вариант один, правильный вариант только один. А вот когда-нибудь проводили тестирование у студентов, у школьников, когда несколько вариантов правильных ответов? У них тут же такое сплошное недоразумение. А сколько их там может быть? Я обычно говорю, ну как, в каждом вопросе минимум один правильный и минимум один неправильный. А так сочетание может быть любое. Детей ступора, они не знают, как такие вопросы распустить. И тут уже они должны точно знать, какой ответ будет правильным, неправильным, или как-то это уметь обосновать для себя. Так вот, с одной стороны, да, студентам, школьникам, детям нашим это все очень сложно, такие тесты решать. А с другой стороны, потом у нас возникает вопрос, а как оценить? И для нас это еще больше вопрос, как оценить тест, в котором ребенок может отметить как правильный ответ. Он может сказать, что вот неправильный вариант, он говорит, это правильно. А мы говорим, нет, это неправильно. Вот как оценить? Надо это оценивать или нет? Когда один правильный вариант, он отвечает неправильно. Мы понимаем, этот вопрос он не знает, он выбрал неправильный ответ, вопросов никаких нет. А вот здесь. 0 баллов ставится всегда. 0 баллов. Да. Я вот придумал для себя и опробировал на студентах техникума. Я опробировал другую схему. Причем классно работает. Так. Ну, предположим, что в тесте два варианта ответа, и нужно там сказать, допустим, суждение какое-то правильное или неправильное. Пример. Значит, ответ может быть правильным. Ответ ученика. Он может ответить, что да, может ответить, что нет. И, вернее так, правильным ответом может быть да, может быть нет. И ответ ученика. Вот теперь смотрите, если правильный ответ на пунктик вот этого вопроса «да», и ученик отвечает «да», ну, у нас вопросов в такой ситуации не возникает. Ну, плюс 1 балл. Если правильный ответ «нет», и ученик этот вопрос не отмечает, то есть он, скажем так, то, что он не поставил никакой галочки, это означает, что он считает этот вариант ответа неправильным. Мы тут ничего не ставим. Почему плюс 1 же? Нет, даже Нет. Он мог ведь на него не ответить, Нет, потому нет. что он не знает просто, то ли да, Да, или нет. он может ответить, он может не отметить этот вариант, потому что он просто не знает ответа. Он не знает вопроса, не понимает чего-то, он просто вот не отметил по какой-то там своей внутренней причине. Но если у нас правильный ответ «да», а он написал, что он не отметил, написал, что это «нет», мы ему минусуем 1 балл. Если он отвечает «да», говорит «да» неправильному варианту, тоже минусуем 1 балл. А вот теперь смотрите, как потом посчитать баллы. Что вот в этой системе я попробовал это все на студентах. Для них было неожиданностью, что они на тест смогли набрать отрицательное число баллов. Почему? Потому что да, за неправильные ответы вот такие вот они получают минуса. И эти минуса очень легко съедают вот эти плюсы, особенно если у вас в тесте доля правильных ответов относительно небольшая. То есть 1 из 4, если правильный, то он может набрать минус. Если на какой-то вопрос один вариант правильный, студент отмечает этот вариант и еще 2 других, то он получает минус 1 балл по этому вопросу. А вот это тоже интересный вопрос, как в такой ситуации нам, преподавателям, выставлять оценки.
предлагаю следующую схему. Ну, давайте вот разберем на примере. В тесте 50 вариантов ответов, из которых 20 правильных. Ученик, отвечая на вопросы теста, он может отметить как правильные, так и неправильные варианты. Вот как оценить выполнение теста учеником, если он дал 15 правильных и 4 неправильных ответа? Берем, смотрим. Сколько баллов он набирает? Баллы посчитаем. Теперь вопрос, как эти баллы перевести в оценку. Хорошо, удовлетворительно, отлично, неудовлетворительно. Как? Процентное соотношение чего? От максимума. От максимума. У вас максимум 50 вопросов, смотрите. У вас 50 вопросов, 50 вариантов ответов всего. Из этих 50 вариантов ответов 20 правильных. Что будет максимум? 20. Нет? Да. Если вы возьмете 20 правильных ответов, то вы... ну, скажем так, если вы возьмете 20 правильных ответов и скажете, что, например, на тройку нужно не меньше 2/3, то вы настолько поднимете, прижмете к потолку планку оценок, что у вас студенты и на троечке, ученики на троечке не вытянут. Даже отличники. Количество ответов вообще всех. Да, я предлагаю тогда сделать так. Вот смотрите, если ученик из 50 вариантов ответов, он выбирает, вот давайте предположим, что он выберет абсолютно все неправильные. Неправильное предположение сделать. 30. Что будет тогда? Минус 30. Его оценка будет минус 50, потому что он не отметил 20 правильных ответов, не поставил, что это правильно. И плюс к этому еще 30 наплюсовал те, которые неправильные варианты. То есть он в этом крайнем случае получит минус 50 баллов. И второй вариант, когда у нас умничка, отличник, который все знает, лишние ответы не ставит, отвечает только исключительно правильно, он набирает плюс 20 баллов. Разница 70 баллов. То есть 20 в плюсе и 50 в минусе, да? То есть итого у нас размах получается 70 баллов. Вот что я предлагаю. Я когда учился в школе, нас пытались проводить тесты и говорили нам, вот на то, чтобы для того, чтобы получить тройку за тест, нужно набрать, например, 70 баллов. На четверку 80, на пятерку 90 и больше. Ну вот посчитаем, сколько баллов по вот такой системе оценивания нужно набрать на тройку. Значит, у нас так, всего получается 70 баллов размах вот этот, да? 70 баллов умножаем на 0,7, получается 49 баллов. Считаем от минус 50, то есть минус 1 балл это уже троечка. Минус 2 балла и ниже это уже двойка. И аналогично можно посчитать все вот эти вот рубежи, границы, где будет тройка, где будет четверка, где начинается пятерка. Вот в этом примере получается, например, что минус 2 балла, если человек набрал на тест, это минус 2 и меньше, это двойка, это сурово, вот так оно и получается. На троечку нужно от минус 1 до плюс 5. На четверку от плюс 6 до плюс 12 и плюс 13-плюс 20 баллов, набранных за тест, это пятерка. Это понятно. Сколько вы считали времени эти баллы? Вы проводили это все? Сколько у вас ушло времени на оценку работ? А вообще оценка делается реально, вот, что хорошо, что легко. Если я даю тест, где несколько вариантов ответов, мне потом надо сидеть и думать, а вот как оценить в этом случае? А вот у меня вот 10 работ назад был такой же случай или немножко другой случай, да? И вот я должен каждый раз думать, если вот он что-то лишнее приплел, неправильное зацепил, а правильное что-то не указал, вот насколько это вот, как я должен этот вопрос оценить? А так чисто механически можно сделать все. А вы знаете, что сейчас в контрольно-измерительных материалах, там, например, в процентах дано, столько-то вопросов должно быть с одним ответом, столько-то вопросов с двумя ответами. Я не говорю сейчас про контрольно-измерительные материалы, которые применяются для, скажем так, выставления итоговых оценок. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что один из методов обучения предмету, это те же самые тесты, их можно рассматривать как учебный материал. То есть, когда человек смотрит тесты, какие варианты ответов,
Вот кто сдавал на права, знаете, что в автошколах очень любят гонять по тестам. По таким же, по прошлогодним, по позапрошлогодним и так далее. Отвечая на тесты, вы готовитесь не только к написанию тестов, вы еще и что-то из материалов узнаете, вспоминаете и так далее. Знаете, вы подняли... Я вот так поняла, один вопрос, и в нем может быть несколько баллов, да, допустим, 0, минус 1, 1 может быть, да, вот так. И получается, что если 50 вопросов, а в них много баллов, получается, что еще больше. Не 50 вопросов, 50 ответов. Я имел в виду, вообще. например, у вас, ответ. например, у вас То есть, в тесте 10 вопросов, на каждый вопрос по 5 вариантов ответа. Да, 50 ответов. И из этих 50 вариантов ответов по всему тесту 20 являются правильными, а остальные 30, соответственно, неправильными. Илья, наверное, есть какие-то правила по составлению тестов? Вот я заинтересовалась, завтра посмотрю обязательно. Есть, Нет, тут просто... есть тут про ответ правила. есть. Я сейчас не касаюсь составления тестов, я сейчас не касаюсь, это вообще отдельная тема, отдельные специалисты, которые тестологи, которые занимаются составлением. Просто вот именно вопрос, сам вопрос оценки, потому что, зная работу своих коллег, я знаю, что они очень боятся тестов с вот этими множественностью. Они не знают, как их потом эти тесты оценить, как ребенок оценку выставит. Вот я предлагаю такую схему, работает просто понятно. Студенты после первого-второго теста ученики очень быстро в это все включаются, они понимают, вырабатывают свою стратегию, начинают больше думать над вариантами ответов. А в компьютерном тестировании это еще легче реализовать, ведь в плане того, А на компьютерном тестировании, да, это алгоритмизация. алгоритмизация очень легкая, очень простая. Вообще здорово. Потому что, правда, иногда смотришь, ребенок вот из 5, допустим, на 4 ответил, последний неправильно, так обидно 0 ставить. А бывает, что он вроде бы вроде все правильные дал, да, но еще кучу наляпал неправильных. Как вот это оценить? А, кстати, знаете что, когда дочь поступала у меня в СКБГУ, там было 5 заданий. И я тогда ему удивилась, это было 13 лет назад, они ставили баллы за задание. Если задание не решено полностью, а решена часть, они ставили столько там баллов, понимаете? То есть Да, они ход задачи смотрели у ребенка. Один из вариантов на тестирование, когда, например, дается у вас 5 вариантов ответов, из них 3 правильных, и там 2 правильных, за каждый правильный дается по 0,5 баллов. То есть вы из 5 дали 2 ответа, один правильный, один неправильный, вам 0,5